Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, хочу предложить вам тему, которая звучит так. Какое будущее ждет вас загаданным человеком? На что вам стоит надеяться, а чего нужно опасаться? Пожалуйста, подумайте о любимом человеке, о том, кто вам интересен, о том, кто в вашей голове. Представьте этого человека, его глаза, его голос, его улыбку. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какое будущее ждет меня? Ну и назовите человека по имени. Надеюсь, вы настроились. Я начинаю гадать. Убираю Назар и будем смотреть. Высших сил я прошу мне помочь и дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И чтобы они послали ту информацию, которая будет самой нужной и самой полезной для вас. Так, какое будущее между вами? Какое будущее между вами? Так, будущее прекрасное. Честно, будущее прекрасное. Здесь прекрасный цветок. Цветок страсти, цветок свершений. Это аленький цветочек, назовем его так. Этот цветок принесет вам много любви, много страсти, много реализации. Понимаете, здесь прям, знаете, цвет, цветение, запах. Это счастье, это наполненность и это ребенок. Понимаете, это либо ребенок, либо не знаю, новое дело совместное, новый дом, новый проект. Понимаете, обновление. В вашей жизни будет обновление. В ваших отношениях дальше с этим человеком это уже не весна, это лето. Понимаете, лето. И будет идти все, вот, скажем так, к плодородности, да, чтобы получить вот этот цветок, он даст зависть, да, и эта зависть превратится в прекрасный фрукт, очень вкусный, очень такой, знаете, прям насыщенный, и вас это будет радовать. Смотрите, с этим человеком у вас, смотрите, у вас по жизни как развилка идет, да, вы, может быть, на каком-то перекосе, на выборе, куда пойти. И сейчас, на данный момент, благодаря этому человеку, ваша судьба и ваша жизнь решается, ну, скажем так, в правильном направлении. Да? Вы не идете влево, вот она, вы маленькая, вы идете вправо, туда, куда вам и нужно дойти, туда, куда вас ведет и зовет судьба. Понимаете, это так идет. Еще я вижу, что вы две половинки, причем равные половинки. Судьба, высшие силы вас соединили. Тут даже не так идет. Да, вот смотрите, духи вашего рода и его рода, они с друг другом договорились. Они с друг другом договорились, они пришли к какому-то вот соглашению, что вы друг другу нужны, вы друг друга дополняете и вы друг друга наполняете. Понимаете, что-то есть в вашем роде, чего нет в его. И наоборот. Здесь вот именно как сговор идет, понимаете, здесь отношения по сговору между вашими родами. А здесь очень важно высшим силам вас именно вот держать вместе, сохранять ваши отношения. И еще тот момент, когда вас учат. Эти отношения вас учат. Вот сколько бы вам лет не было, я вижу, что уроки вы проходите в этих отношениях. Здесь идут уроки как и для него, так и для вас. Но для него эти уроки, они более, скажем, такие, ну, значимые, да, значимые. Вас они, ну, может быть, делают сильнее, да, может, они где-то вас там заставляют поверить в себя, в свою силу, в свою красоту. А он благодаря вам становится мужественный, он открывает свои мужские качества, понимает, что, ну, как должен себя вести мужчина, что от него ждут, какие действия нужно совершать. Вот так вот идет. Я вижу у вас много путешествий, я вижу у вас много дорог. По поводу любви, честно скажу, на данный момент я вижу, что вы более открыты в любви, чем он. Он, ну вот его половинка сердца, да, ваша очень открытая, четкая, а его немножечко как сжатая. Он стесняется где-то, он где-то, ну, не может переступить ту грань, чтобы открыться полностью и рассказать вам о своих чувствах и о своей любви. А здесь мужчина такой немножечко стеснительный, да, стеснительный, и он переживает. Вот как ни крути, он переживает. Так, переживает о том, что он может
там, не знаю, в каком-то дурственном свете перед вами предстать, да, что там слабаком покажется, не знаю, какие-то у него такие моменты, но он, в принципе, с вами их и прорабатывает. Понимаете, вы учите его быть более открытым, добрым, отзывчивым и не бояться проявлять свои чувства. Между вами, конечно же, лодочка, которая повезет вас в новое счастливое будущее, в любовь, в счастье. Парусника пока на лодочке нет, но вы вместе будете ставить этот парусник, и тогда попутный ветер, скажем так, с попутным ветром вы отправитесь в новое счастливое будущее вместе. Знаете, что я у многих здесь вижу какой-то очень большой переезд. Это переезд, кстати, может быть как и в другой город, да, либо вот даже в другую страну. Как будто бы вот это такое судьбоносное вам бремя на двоих выпадает. По одному вы бы не справились, а вдвоем вы будете друг друга поддерживать, и вам будет проще, ну, осуществить задуманное, вот так я скажу. Здесь в ногах у вас есть золотая рыбка, и эта рыбка, она исполнит ваши мечты, ваше желание вот именно совместное. Вот когда у вас будет одно желание на двоих, оно исполнится, причем очень ярко и даже лучше, чем вы загадываете, понимаете? Но честно скажу, что я вижу в ваших отношениях, главное вы, вот она, вы здесь, и вы с вот такой, знаете, вот как бы чашей в руках, да, вы наполняете чашу вашей любви, вы ответственны за ваши отношения. Если вы не будете вкладываться, вот девочки, женщины, кто смотрит, если вы не вкладываетесь, то отношения могут зайти в тупик, честно. Вы будете тем двигателем, тем рычагом, который эти отношения, ну, обновляет каждый раз, который задает вектор. Понимаете, мужчина, вот не смотрите на то, что он мужчина, он слаб. Вот поверьте, он слаб, вы сильная. И как вы скажете, как вы вот задумаете, так и пойдет. Вы должны об этом всегда знать и помнить, и направлять вашего человека. Я знаю, многие девочки скажут: а блин, ну что такое, да, что за мужчина? Мы, наоборот, хотим сильного мужчину, который бы брал на себя ответственность, который бы был там, да, капитаном корабля. Ну, милые, вот такой вам выпал, вот такого вам дают. Да. Зато он в других качествах будет хорошим и себя покажет хорошо. Мы сейчас посмотрим, в каких. Я просто вижу, что здесь вы. Вы решаете, вы направляете, вы видите, вы выше идете. Вот он, и вот вы. Вы выше, вы как будто бы сильнее, и вас как будто бы, знаете, как вверх подталкивает. Вот такая идет ситуация. Он немножечко, ну, он как бы подстать пытается вам быть, но нет, он вам уступает. Как ни крути, он вам уступает. Такая идет ситуация. Плюс у него как бы должков вот, кармических больше, чем у вас. То есть с него больше спрашивают, его больше учат, вам как-то проще, вы проще, вот как, знаете, как нитка, да, в ушко игольное, вот так проскакиваете, вы более, вот скажем, такая какая-то эластичная, более такая податливая, да, можете приспособиться, понимаете, у вас как бы, ну, инстинкт выживания более ярко выражен, чем у него. Он больше как ребенок идет, вот такая ситуация. Так, давайте еще смотреть, что у вас там по вашей паре. Что еще по вашей паре? Что вам нужно понимать? Так. Ну, слушайте, ну, здесь, конечно, тут матриархат, полный матриархат. Вот опять вы, видите, вы красивая, вы в платье, и вы рулите. Вот это руль, да, скажем так, цифра 1, опять же таки, возле вас. Вы женщина, которая, ну, возьмет опеку над этим мужчиной. Да, обычно мужчина берет женщину замуж, а тут будет обратная ситуация. Вы его возьмете себе в мужья. Вот так вот идет. Мои дорогие, я знаю, что вам это по плечу. Я знаю, что вы с этим справитесь. Я знаю, что вы сможете все это вынести. Кстати, тут может быть случай, когда мужчина младше, либо, ну, он не младше, скажем, но ведет себя как ребенок, да. В ваших отношениях вы все равно будете вот как старшая, как главная, как мамочка. Вы будете лидером в этих отношениях. Может быть неформальным, может быть и официальным, знаете, вот как пойдет, да. Все-таки это общее гадание. Но я вижу, что вы тянете мужчину на себе. Где-то придется ему покоряться, да, ну это видимость будет, да, на самом деле это все не так. Где-то придется его вот прям, знаете, пинками подгонять. Ну а что? Я говорю, что вижу. Вот такой песочек мне показывает. Так,
Но зато, честно вам скажу, что вы для него будете все, вы для него будете мое все. Здесь, конечно, никаких даже вот поползновений в другую сторону не будет. А у вас, кстати, будет, причем будет дважды. Два мужика, я вижу у вас, два мужчины, к которым вы будете, ну, присматриваться, да. Почему? Знаете, что я вот хочу вам сказать, мои дорогие женщины? Вы очень сильные, вот вы просто нереально сильные, вы сильные духом, вы сильные характером, вы сильные от природы, да. Кто-то такой родился, а кого-то жизненные обстоятельства заставили быть вот именно такой сильной. И вы как будто бы говорите: я устала быть сильной, я хочу быть слабой женщиной, хочу, чтобы меня баловали, чтобы меня жалели, чтобы обо мне заботились. И вы начинаете искать себе мужчин, которые там сильнее вас, либо хотя бы как вы. Честно, когда вы находите этих мужчин, у вас вместо любви с этими мужчинами идет просто какой-то, ну, конфликт, да, борьба. Потому что сильный мужчина, он же будет и требовать подчинения, понимаете, а подчиняться вы не будете, вы не привыкли, и вообще это не ваше и не для вас, не про вас. Вот так вот идет. Так что, мои дорогие, думайте сами. Честно, мужчина этот ваш неплохой, да, нерешительный, да, где-то простоват. Но, знаете, в критических ситуациях он может себя показывать, причем с очень необычной стороны. Как будто бы он мобилизуется и становится очень таким стойким, крепким и, знаете, какой-то оловянный солдатик у нас идет. Так, с этим человеком, я вижу, у вас дети могут быть, да, дети, либо это ваши общие дети, либо, например, он примет ваших детей, либо вы будете принимать его детей. Ну, я, честно, его детей особо не вижу, да. Если даже есть, но он как-то мало ими интересуется. Вот так вот идет информация. Больше идет как с вашей стороны. У вас какая-то большая семья, и вы берете его к себе именно в семью, да, почему-то он к вас к себе в семью не берет, вы его к себе берете. То есть вы его научите и любить, и общаться. И, в принципе, как ни крути, вот она, вы пара, понимаете? Вы с этим человеком пара, вот он ваш общий дом. Видите, как четко видно, ваш общий дом. Вы там вместе, вы там добиваетесь, понимаете, поставленных целей. Причем все-таки, да, вы женщина, вы рулите с вашей стороны, вот знаки все, да, и крест, и очаг, все с вашей стороны. А у мужчины в руках стулочка, табурет, не знаю, как это правильно называется. Он такой больше, знаете, как вы капитан, да, а он матрос, скажем так. Так, ну, честно скажу, у вас отношения будут складываться по-разному, да, где-то будет очень гладко, где-то будет очень даже жестко, но как бы там ни было, я вижу, что многие девочки понимают, что, ну, именно он мне по судьбе, и именно он тот мужчина, который мне нужен. Понимаете, вы все-таки воспитаете его, понимаете, вы воспитаете. Вот она вы, а вот он ваш мужчина, который вот сидит, да, а вы его подталкиваете, ну, где в спину толкаете, говорите: иди делай, иди работай, иди то делай, иди все делай. Будь мужчиной, будь лидером, да, вот вы его как к рулю подталкиваете. Но в то же время руль на самом деле у вас в руках идет. Вот как ни крути, я вижу так. Так что, мои милые, с этим мужчиной у вас, конечно же, и будущее есть, и счастье можно построить, но вы должны понимать, что побыть маленькой любимой девочкой не получится. Капризы ваши он исполнять не будет, скорее будет капризничать сам. Что мужчина вам даст? Надежность даст, стабильность даст. Он предсказуемый, он понятный, он как, ну, открытая книга, бери и читай, да. Здесь, ну, ни измен, ни каких-то вот левых ситуаций я у него не вижу. Да, придется его пинать, да, придется его там пендалями волшебными заставлять какие-то действия совершать. Но тем не менее, понимаете, вам это будет по душе. Почему? Потому что вы командир по натуре, и когда все по-вашему идет, вы же себя чувствуете намного лучше. Вы чувствуете, что вы, ну, все вот, как, знаете, как все по полочкам. И это тоже какая-то вот часть гармонии, вашей внутренней гармонии. Поэтому, мои дорогие, выбирайте, думайте, конечно, сами. Мужчина в вашей паре, он неплохой. Конечно, нужно приложить усилия. И еще хочу сказать, что мужчину этого нужно воспитывать. Причем воспитывать не только кнутом, но и пряником. Не забывайте, очень важна для этого мужчины интимная сторона жизни. Очень важна. Даже не столько, что он там какой-то ненасытный, либо озабоченный, а в том, что именно в такие моменты он умеет, ну, раскрыться как никогда, да, как нигде. И
Понимаете, он так с вами ближе становится. Вот он от вас так, ну, может, даже энергию черпает, знания, мудрость черпает. Так что, мои дорогие, не отказывайте ему в интиме, потому что он может от этого чахнуть. Вот так вот идет. Так, на этом мое гадание закончено. Если гадание вам понравилось, было полезным, не забывайте ставить лайки, пишите мне комментарии и, конечно же, пишите новые темы для гаданий. Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, что вам интересно и что бы вы хотели узнать еще. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.